Наша программа 5.7.9, совершенно очевидно, что программа провалилась. То есть она не работает, потому что выданные на 40-миллионную страну 800 миллионов гривен кредита, а речь идет о компенсации, даже если мы возьмем там среднюю компенсацию 10% от всей суммы, то бишь речь идет о 80 миллионах гривен компенсации со стороны государства. Это 2,7 миллиона евро государство за 4 месяца компенсировало процентной ставки. Но это средняя компенсация, гранты среднему одному предприятию в Германии. Вот сегодняшняя ситуация коронавируса. То есть 40-миллионная страна получила в виде компенсации бизнес от государства с бюджета 2,7 миллиона евро. Потому что от 800 миллионов гривен выданных кредитов это примерно 80 миллионов компенсации от государства. То есть программа не работает. Это однозначно совершенно всем понятно. Да? А, к сожалению, критиковать здесь в данном случае НБУ, как уже было, или там правительство, или Верховную Раду, здесь мне очень сложно. Совершенно налицо очевидность отсутствия взаимодействия. Вот правильного, четкого взаимодействия между правительством, между НБУ и Верховной Радой. Идут обвинения взаимные, и все приходит к тому, что у нас, во-первых, есть большая достаточно сумма, выделенная на коронавирус, там, по-моему, 65 миллиардов гривен, да, которые тоже пока непонятно, как еще их не потратили. Да. Есть действительно достаточно высокая ликвидность банков, которые не знают, куда деть, в том числе по тем причинам, которые было сказано. Да. Это риски, это судебная система, потому что если уже мы начинаем говорить про возвраты кредита, безусловно, судебная реформа, кстати, сегодня на Совете национальных реформ президент об этом сказал, что судебная реформа это стоит основе всего государственности, судебная, правоохранительная реформа. На самом деле, это, конечно, не тема нашей передачи, об этом можно говорить часами, потому что без этого, конечно же, снизить процентные ставки тоже очень сложно, но есть мое предложение в этой ситуации достаточно разумное и простое. То, что мы сегодня видим, использование малым бизнесом, ФОПами, да, крупным бизнесом, это всем, меня многие здесь знают, и многие за это меня критикуют, что я выступал в свое время за уравнение правил игры, чтобы хоть как-то отслеживать розничный оборот. Весь мир там придумал кассовый аппарат, но ничего другого не придумали. Да? К сожалению, это тоже подвергалось большой критике. И на сегодняшний день очевидно, что есть очень большие крупные компании, сетевые компании, да, которые продают там контрабанду в центре города и при этом продают под видом подставных ФОПов. Ну, эта проблема, она известна, и они уже, можно сказано и пересказано, что называется. Да? Но здесь должно быть четкое взаимодействие. То есть правительство должно заниматься вот этими вопросами для того, чтобы детонизировать эту экономику. Да? Но раз уж мы видим, вот по программе 5.7.9 это как раз все выплыло наружу. Вот эти все проблемы теневой экономики,